Когда улучшится качество горячей и холодной воды? Какова судьба Интинского агрокомплекса и производства молочной продукции? Какая работа ведется по сокращению численности безнадзорных собак в округе? Глава городского округа Инта, руководитель администрации Владимир Киселев, ответил на вопросы интинцев во время прямой линии, прошедшей на базе отделения общественной приемной главы Республики Коми. Звонков поступило немного. Несмотря на то, что данное мероприятие было проанонсировано в социальных сетях и на местном телевидении за несколько дней до начала прямой линии, большую часть времени телефон молчал. За час позвонило всего 5 человек. В основном вопросы касались жилищно-коммунальной сферы. Жители домов, которые обслуживает управляющая компания «Инта-сервис», не понимают, на каком основании у них повысилась стоимость услуг ЖЭКа. На общем собрании собственники многоквартирного дома обсуждали вопросы, связанные с ремонтом дворовой территории, а в итоге пришли заоблачные счета за коммуналку. Градоначальник пообещал оказать содействие в проведении проверки. Я видела эту анкету, я с ней знакома. В общем, проголосовала все везде, поставила как бы нет, это ясно. А бабушкам вообще предлагали по 5-6 лифтов. Скажите, пожалуйста, адрес ваш. Мира 28. Мира 28. Угу. Вообще так был разговор, что голосуем за то, что у нас двор плохой. Вот, за асфальтирование, там, за все. Но в итоге получилось, что они почему-то вот в декабре повысили тариф. Ну, они делают так, управляющая компания. Давайте мы проверку проведем. Они говорят за двор, а там еще несколько вопросов, которых половина жителей не читают. Нет, там 16, по-моему, пусто было. Хорошо, проверим. Интинцев не устраивает качество горячего водоснабжения. Вода имеет желтый цвет и специфический запах. Люди заявляют, что мыться в такой воде неприятно. Белые вещи тоже не постирать. Они тут же превращаются в серые с желтыми разводами. Горожан интересует, когда вода изменится в лучшую сторону. По горячей воде. Значит, строительство котельной с Нового года начнется. Это на ТЭЦ. Полностью будет новая котельная газовая. До сентября они ее установят. Трубу газовую будут делать газовики от станции до ТЭЦ. Тоже в течение 2023 года они ее сделают. На сегодняшний день уже снос там старых зданий начали. Место готовят. Пришли уже емкости, оборудование некоторое, и остальное сейчас будет подходить. Значит, к сентябрю месяцу ТЭЦ к сентябрю 2023 года они хотят запустить цех химводоподготовки. Новый цех полностью, который будет перерабатывать воду и выдавать питьевое качество. Горожане обеспокоены судьбой Интинского агрокомплекса, в частности, стада коров. Жители надеются, что городу удастся сохранить местное производство молочной продукции и крупный рогатый скот холмогорской породы. Я сам очень переживаю за это. На сегодняшний день что произошло? Осенью, когда приехала делегация с Сыктывкара. Мы, значит, объехали полностью всю территорию, посмотрели. Корм у нас есть, корм заготовлен. Да, единственное, телятник был в аварийном состоянии, поэтому часть перевезли, часть телят. Но на сегодняшний день дойное стадо есть, продукцию выпускают, школы, сады эту продукцию покупают. И мы, конечно, будем отстаивать, чтобы все так и оставалось, и чтобы в Инте было свое молоко, своя молочная продукция. Поэтому я поддерживаю вас полностью и буду на этом стоять. И есть у меня сторонники и в республике, которые это дело поддерживают, да, бывшие интинцы. Поэтому я думаю, что мы отстоим, и ферма обязательно будет работать. Отлично, и будем как помощь. Один из интинцев пожаловался на работников управляющих компаний, которые не следят за состоянием территории возле мусорных контейнеров. На некоторых баках открыты крышки, и птицы с собаками разносят мусор по округе. Не смотрят за чистотой и порядком предприниматели, которые развернули стройку между домами 29, 31 и 33 по улице Мира. Мэр Инты поручил специалистам провести рейд по городским объектам и направить ответственным лицам предписание об устранении недоработок. Одна жительница поинтересовалась у главы Инты, какая работа ведется по сокращению численности безнадзорных собак. Почему в округе не может быть построен приют для животных? В 2022 нам были выделены денежные средства в размере 2 миллионов 450 тысяч. Но эти денежные средства на отлов, стерилизацию и кастрацию. И мы по закону должны выпустить их обратно в среду.
Поэтому вот по этому году 143 собаки уже сделано, чипировано, кастрировано и выпущено. И 16 сейчас до конца. Это отловленных 143 собаки, да? Да, отловленных, и кастрация, ну, все процедуры сделаны, там прививки, и через 20 дней мы их обязаны выпустить обратно. Единственное, что вот сейчас внесли изменения, мы сейчас постановление свое сделали, чтобы выпускать их не обязательно. Раньше было, где поймал, туда ты должен выпустить. Сейчас мы сделали постановление, что выпускать будем именно туда, в безлюдные места, да, не к школам, к садам, где там они кусают людей, а именно в безлюдные. И на следующий год та же самая ситуация. Нет места, да, для содержания, для Приют, да, мы в республику тоже обращались, уже не раз обращались, чтобы нам выделили субсидию какую-то именно на приют, потому что в бюджете у нас нет, мы сделали расчеты все, это более 16 миллионов их надо содержать, это только на 100 собак, а мы сейчас понимаем, что их у нас не 100, а там 300, грубо говоря, да, которых надо выловить, чтобы эффект какой-то увидеть. Поэтому сейчас вот кастрация, стерилизация также будет проходить, будем выпускать в другие места и вот отрабатываем именно те места, откуда идут жалобы. Вот, с Горького, там где-то у школ у нас много жалоб. Конечно, эти места будем отрабатывать. Ну это все равно, если она даже как кастрированный чипированный кусаться, она может продолжать. Конечно, приют надо продолжать долбить. Да, выделяли деньги на это. Согласен. Этим же мы обосновываем республике, что необходимо именно приют. Депутаты обращались или вы? Я обращался, да. Обращались. К депутатам обратиться, чтобы они обратились через депутатов? Ну, тема же не только такая острая в нашем городе. Все города обращаются, но пока вот никак мы к этому прийти не можем. Да, там в Усинске... Нет, я еще, чтобы вам помочь, как бы, с одной стороны, еще депутаты со своей стороны. Может быть, совет депутатов бы тоже со своей стороны тоже бы обратился по поводу организации вот этих. Да, хорошо, тогда я дам им предложение, и они сделают обращение и подпишутся. Да. Спасибо большое. Да. А в других городах, например, таких как Усинск, там есть компании, да, газовые, нефтяные, они финансируют эти приюты, ну то есть заключено соглашение, поэтому у них там попроще. У нас, к сожалению, таких организаций нет, кто бы нам помог в этом деле. Поэтому будем писать, я думаю, все равно добьемся своего. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев дал развернутые ответы на все вопросы, поступившие в ходе прямой линии. Те, которые требуют отдельного разбирательства, взяты на личный контроль мэра.